Маленькие дети очень любознательны, отзывчивы и восприимчивы. Они легко откликаются на все инициативы, умеют искренне сочувствовать и сопереживать. Для воспитателя это время благодатной почвы, ведь в этом возрасте происходит формирование духовной основы ребенка, эмоций, чувств, мышления, процессов социальной адаптации в обществе. Начинается процесс осознания себя в окружающем мире, так как его образы очень яркие и сильны, и поэтому они остаются в памяти надолго, а иногда и на всю жизнь. Добрый день! Меня зовут Акаемова Надежда Борисовна, воспитатель муниципального бюджетного дошкольного учреждения детского сада номер 30 Татыйык села Тулуна Усть-Алданского района. Я представляю вам свой проект «Дойду сурахтах алас аттах» по развитию речи для детей дошкольного возраста посредством дидактических игр. Актуальность своего проекта «Проблема развития активной речи детей на сегодняшний день» является актуальной. Это период более быстрого и интенсивного развития всех психических функций. Основным новообразованием этого периода является овладение речью. Дидактическая игра является ценным средством воспитания умственной активности. Она активизирует психические процессы, вызывает у дошкольников живой интерес к процессу познания. Дидактические задачи многих игр составлены так, чтобы научить детей составлять самостоятельные рассказы о предметах, явлениях в природе и в общественной жизни. Цель проекта – развивать речь детей, создать условия для развития речи детей посредством дидактических игр в группе. Дети дошкольного возраста очень активны, постепенно формируется самостоятельность, интенсивно развивается память. Основываясь на возрастных возможностях детей дошкольного возраста, были сформированы основные требования к составлению плана работы по развитию речи. В игровой форме следует создавать особые коммуникативные ситуации, в которых ребенок должен поддерживать беседу, начиная и ведя диалог. Таким образом, дидактические игры помогали детям лучше узнать окружающие предметы и возможные действия с ними. У детей развивается активная речь и речевые коммуникативные функции. В результате целенаправленной и систематической работы по развитию речи добилась положительных результатов в работе по данной теме. Дети понимают речь, отвечают на вопросы воспитателя, охотно вступают в речевые контакты с воспитателями и близкими людьми. Театрализованные игры – это пособия, которые наглядно демонстрируют процесс через драматизацию. Данные материалы формируют у ребенка полный и детально разобранный образ, позволяют обратить внимание на детали и особенности. Олонхо – это героический эпос, состоящий из множества сказаний о подвигах древних богатырей. Жанр системы духовности народа – не только национальное достояние якутского народа, но один из уникальных шедевров мира. Это неиссякаемый родник народной мудрости. Учитывая, что мы живем в многонациональной стране и культура каждого народа России несет в себе педагогические возможности и нравственное этическое богатство, систематическое обращение культуры всех народов во благо детей научит их ценить и уважать традицию, культуру всех соотечественников. Дети с удовольствием играют с персонажами и героями, разыгрывают сценки, интересно рассуждают, импровизируют, сами озвучивают. Мы видим, как детям радостно и интересно участвовать в процессе. Они легко воспринимают далекое, но родное, которое как будто оживет в укромных уголках души.
Во время игр и в процессе различных видов деятельности формируется у детей понимание обобщенных знаний предметов, тем самым обогащая словарный запас детей. Биһиги семинарга оңлорго жарык текелдибит, масоңугунан жарыктамыкпыт мамнуот түйөтсыла болла. Бии проект бытыгар элбяхтагалыктар, гордость Якутии ден лохан проект ахпыт, оголорко историялар, олонка персонажтара, элбях махадан онюр, остол онюлара бағлар. Предметно-развивающая среда. Оформили центр Эбюге Үгехин Утумнан, который включает в себя персонажей и герои эпоса Олонхо и якутские народные сказки, утвари народов Саха, где мы знакомим детей с национальными традициями и промыслами. Иллюстративный материал, фотографии детских писателей, познавательную литературу, речевые игры для обогащения пассивного и активного словаря, формирование грамматически правильного строя речи, развитие связной речи. Все дидактические материалы и игровые макеты, созданные своими руками. Все зоны включены в образовательный процесс. Центр разделена на зоны, где мы знакомим детей о промысле рыболовства, макет старинного дома Балаган и амбара, который дети могут самостоятельно собрать как конструктор. В уголке хранятся настольные игрушки, дети сами берут и играют по желанию, а также мы используем дидактические материалы в повседневной жизни детского сада. Начиная с проходного зала открывается мир наших самодельных оформлений из фанеры. Эти наглядные материалы каждый день дают ощущение радости, являются самым идеальным вариантом воспитания детей и поднятия их интереса к учебному процессу. Разработали карту родного села, где дети ориентируются в пространстве и находят свои дома, улицы, организации, знакомим детей с руководителями организаций. Можно сделать вывод, что применение дидактических игр повышает эффективность педагогического процесса. Кроме того, они способствуют развитию речи, памяти, мышления у детей, оказывая огромное влияние на умственное развитие ребенка. Играя, дети лучше усвоили программный материал. Работа по нравственно-патриотическому воспитанию формирует у дошкольников представление о родном селе, об истории своей малой родины, обеспечит у детей желание быть патриотом своей родины, чувствовать себя ответственным за все то, что в ней происходит. В результате направленной и систематической работы по развитию речи и в сочетании разных форм сотрудничества при активном включении в эту работу членов семей воспитанников получены положительные результаты. Наши семьи всегда откликаются на наши приглашения и активно участвуют во всех мероприятиях, проводимых в детском саду. Прослеживается положительная тенденция по развитию речи на начало и конец года. Поставленные цели и задачи реализованы в полном объеме.